Здравствуйте, вы смотрите интервью на информационном портале LoveMD. Сегодня наш гость, доктор конференциант Штинцифик Любовь Степановна Чемпеш. Здравствуйте, Любовь Степановна. Я очень рад вас видеть на самом деле в добром здравии и на родине. Вы часто бываете, не порывали никаких связей с Гагаузией, с Молдовой, но все же как бы живое общение – это живое общение. И возможность побеседовать с вами, в том числе услышать ваши мысли о том, как развивается Гагаузия и что мы имеем на сегодняшний день. И думаю, что это будет интересно не только мне, но и нашим зрителям. Если позволите, можем сегодня говорить на двух языках, и на русском, и на гагаузском. В общем-то, для того, чтобы большая часть нашей аудитории нас не только понимала, но и слышала, наверное, в том числе и родную для себя речь. И первый мой вопрос будет... Сейчас все очень быстро меняется, да? Я имею в виду в социально-экономическом плане, политическом, не только в Молдове и в Гагаузии, но и в мире. К сожалению, к радости такие тенденции, наверное, сегодня сложно сказать, но в любом случае они есть. И все это меняется, заставляет по-другому смотреть на все происходящие события, в том числе и многим людям, ученым, студентам менять свое восприятие к тем реальностям, которые есть. В том числе меняется и пересматриваются некоторые профессии, которые сегодня не нужны, есть новые. В общем-то, нужно очень быстро ориентироваться для того, чтобы быть более-менее востребованным. Да. А вот на ваш взгляд, все это как отразилось на Гагаузии? В первую очередь, спасибо, что пригласили, Виталий. Я с огромным удовольствием, как только позвонили, принял это приглашение, потому что накопилось, хочется поговорить. А поговорить не получается только перед студентами. Да, действительно, очень интересное время. Я каждый раз говорю, что мы живем в интересное время. И у меня вот по жизни несколько лет, скажем, уже больше, чем несколько, появилась возможность смотреть на Гагаузию как изнутри, так и издалека, скажем так. Взглядом тех моих коллег или взглядом тех наших сородичей, которые живут в других странах, например, и даже в Турции. У них огромный интерес, конечно, к Гагаузии, но они видят то, что видят. И я задавалась вопросом, почему они нас так видят. И общаясь там с коллегами, которые, в принципе, и ректоры, и проректоры, и профессоры, и исследователи, ученые, наши, опять же, студенты. Я 5 лет работала в университете по приглашению, а студентов выпуск до обеда и после обеда 2 выпуска, это получается 150 человек. Один курс, одна группа. Получается, а вообще вместе около 500 человек с разных регионов Турции. Разные взгляды, разная культура, разное воспитание. И для меня это огромный опыт. Огромный опыт для чего я вот это рассказываю? Не потому что где я была. А я стала на некоторые вопросы смотреть совсем по-другому. Я вижу, что чем мы пошли вперед, я скажу, я не побоюсь этого слова. Чем мы в нашем образовании, в нашей культуре, в наших стремлениях, вот в наших горениях, не фанатических горениях, а просто в горении, чтобы развивать, что у нас лучше, а что бы можно было сделать, а как раскрывать не только тут, как бы говорится в собственном соку, но как это преподнести для всех, чтобы они нас воспринимали такими, какими мы есть. Да, может быть, я бы не сказала, что я преувеличиваю, я просто очень люблю Гагаузию, очень люблю свой народ, очень люблю свою культуру, тут доказывать не надо, тут жизнью доказано. И вот это дало мне очень большой опыт. Как воспринимают Гагаузию, как воспринимали. Они намного лучше воспринимают, чем у нас внутреннее положение сейчас. То есть нюансы не знают, нюансы за рубежом не знакомы нюансами. Приезжают некоторые вещи, говорят, вы могли бы так-то, 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 то-то, то-то, то-то. Мы-то знаем причины, почему так-то, то-то. И прервать, конечно, например, связь с родиной я никак не могу. И мы были у колыбели развития и гагаузоведения, и открытия университета. И для меня сейчас прерогатива, самая главная задача – подготовка, опять же, наших специалистов. Многие говорят, а кто остался, кого мы подготовим? Да если будет один человек, одного гагауза достойно подготовишь, он потом все заново, может быть,
вот эту волну заново поднять. То есть, чтобы мои коллеги, никто не терял надежды. Если у меня, я работаю только с магистрами, а магистр – это исследователь. Это начало докторской, это начало больших исследований, хороших книг. Магистры у меня все с опытом, с опытом. И, может быть, уже дальше будут другие вопросы, но опыт работы 20 и 30 лет. Я, как выразить свое восхищение, что это такой опыт, и люди внедрили всю теорию, которую им подают с Министерства образования. Очень много книг, программ, гидов, куррикулум они получают. Как они все это аккумулировали в своих знаниях, опыте, и как они преподносят именно для того, чтобы была польза в наших школах, садиках, гимназиях, неважно. И вот это меня восхищает. И я не смогу оставить эту работу, пока есть какие-то шансы и какая-то надежда побольше кадров подготовить. Я веду историков тоже. Там надежд у меня больше, но историков мало. Но опять же поддержка. Без поддержки, на одном энтузиазме мы в 90-х, нулевых годах много чего сделали. Мы создали то, на чем сейчас, как говорится, мы держимся, но без поддержки это сложно. Любовь Степановна, я так понимаю, основную мысль вашу вы за то, что должна развиваться фундаментальная наука, да? То есть то, что вы говорите, что вы работаете с магистрами, и то, что их работа и исследование – это начало как бы какого-то пути в области науки, в том числе и увеличение издания научных книг. И здесь у меня закономерный вопрос встает, да, потому что в Гагаузии есть научный центр. Мы сейчас не критикуем, и как бы цель не стоит критиковать там какие-либо учреждения о том, что они делают или не делают, но есть научный центр, есть управление образования, которое тоже частично выполняет какие-то функции, связанные с гагаузским языком. Есть Камрадский госуниверситет с кафедрой гагаузского языка. Почему, на ваш взгляд, за все это время наличие всех этих учреждений, наверное, не дало того толчка даже в области, скажем так, гагаузоведения, да? То есть не будем брать там большие высоты, там говорить про физику, математику, экономику, но как минимум о гагаузоведении для того, чтобы уже построить какие-то фундаментальные вещи, потому что если мы будем говорить, допустим, с точки зрения филологии, да, гагаузского языка, возможно, что там уже есть очень много наработок и исследований. Но если мы говорим об истории гагаузского народа, то здесь как бы до сих пор много вопросов, да, то есть мы не имеем единой какого-то учебника для школ, для университета в этой части. Хотя, казалось бы, уже столько времени прошло, и есть эти учреждения, был и отдел в Академии наук, но все же как бы эти вопросы все таки стоят на каком-то таком уровне, как и, может быть, 20-30 лет назад. Вопрос сложный, длинный, поэтапно можно отвечать. Да, я часто задаю себе такой вопрос, почему тогда не было возможности, и тогда через тернии, через огромные трудности мы создали то, что создали. И по языку, и по образованию, тоже образование культуры, образование, то есть и управление образованием, и университет. Мы же создавали все с нуля. Те же культурные учреждения, которые получали свои статусы, даже музеи, которые время от времени хотели закрывать. В принципе, вот эти письма, как говорится, 50 писем парламента обратно у меня они есть. Тогда намного легче было. Мы тогда считали, что надо реализовать себя полностью, 100%. Сейчас, да, и сейчас намного больше возможностей, но жизнь так поменялась кардинально, что люди, я бы не сказала, что слабые, люди устали бороться. Простой народ, я говорю. Сейчас не говорю о тех учреждениях, которые вы говорили, о них чуть позже скажу. Но нам нельзя не отметить, что мы достигли очень больших высот. То, что тогда мы смогли дать старт, и то, что заработало, и то, каково сейчас положение вещей, нельзя не сказать, что они действительно очень много сделаны. И управление культурой. Я время от времени смотрю всю его деятельность. Управление образования сложно мне судить, потому что когда работали, то есть 8 лет назад, я работала в Академии науки и управления образованием, не было дня, чтобы мы не связывались и не координировали свою работу. Тогда проще было. Сейчас трудно мне судить, насколько деятельность очень активная и плодотворная, но все равно есть. То есть критиковать тут можно,
Но достижений тоже очень много. Когда я читаю свои лекции по филологам и историкам, я же беру достигнутые на основе чего можно подготавливать кадры. Но недостаточно. Возможности большие, но может быть реализация не полностью. Тогда бы раньше было возможностей никаких, но реализация стопроцентная. Вот эта дисгармония создает впечатление у многих. Все задают этот вопрос. Почему-то раньше можно было, сейчас нет. Вот, может быть, расслабились, может быть, погрязли в каких-то бюрократических вот этих всех вопросов, циркуляров, все, что спускается сверху, соответствовать, это можно, это нельзя в Республике Молдова, это противоречит чему-то. Вот в этом меня тоже втянули в это. Я говорю, ну почему первая задача? Первостепенная задача – это гагаузия должна быть. Гагаузский язык, гагаузские кадры, филологи. А колыбель всего этого подготовки кадров и исследовательской работы, я считаю, университет. Университет, ну, конечно, и научно-исследовательский центр, но понятие исследовательский чуть-чуть как бы там меньше действует при их возможностях, при их финансировании. Но университет видит, какие кадры, которые можно, то есть те кадры, у которых потенциал, 100% потенциал. Выявляя этот потенциал, допустим, преподает человек, который всю жизнь подбирал кадры и готовил их. Вот 5 человек. Обращаюсь я в исполком или управление образования, не знаю, кто сейчас главный и кто финансирует. Вот эти кадры поддержите. Давайте мы напишем письма, обратимся в все тюркологические центры, подготовим кадры не только тут, но и в тюркологических центрах, в разных. Только тогда будет хороший специалист. Вот, например, Гайдаржи. Это Академия наук Молдовы. Елена Кирилловна Колса, она готовила все атласы говоров языков, тюркских языков Европы и тюркских языков Союза. Это работа Академии наук. Куроглу, Степан Степанович, Иван Васильевич Дрон. Это все тюркологические школы. Санкт-Петербургский, московский. То есть почему они такие маститые специалисты? Потому что они там учились. Все, что они готовили, подготавливали в Академии наук Молдовы, но там, в тех центрах. Если мы наших специалистов, которых мы порекомендуем, и даже мы готовы взяться и подготовить их для этого, в разные центры, и один из руководителей должен быть гагаузовед. Пока мы есть. Вот я шучу, честно скажу. Вот на днях я говорю, если кафедры есть 2 доцента на кафедре гагаузской филологии и истории. Историю оставляем в сторону, объединили. Иванна Дмитриевна Панкова и я вернулась, потому что что-то надо делать. Я вернулась, потому что надо готовить специалистов. Я не вижу защищенных специалистов. Те, которые за нами будут, возьмут вот это дело в руки. Я говорю, если мы уйдем, мы, в принципе, по закону можем идти. Заслужили. Что? Ничего. Ничего нет. Так почему? Где поддержка? Почему мы даже группы не можем набрать? Значит, это должно быть общая задача. Общая задача. Я вам говорил, мы уже разговаривали, говорю, когда 7 человек говорят, один делает, ничего не получится. 7 человек работает, один говорит. Любовь Степановна, Общие усилия. Только так. Кончились те времена, когда человек оставляет жизнь, средства, возможности, все, и идет вперед. То есть не высыпаясь. Их, кстати, нету с нами, всех наших наставников, потому что они выгорели на работе. Они отдали полностью себя этому делу. Не надо, чтобы выгорали люди. Помогите. Любовь Степановна, вот вы отмечаете одну важную деталь, потому что ссылаетесь на ту систему науки, которая была вот со времен Советского Союза и после ее окончания до, давайте определим этот рубеж со вступлением Молдовы в Болонский процесс, да? Потому что после этого сейчас как бы больше направленность идет на исследование, чем на фундаментальную науку. В том числе мы видим те реформы, которые претерпевают уже несколько лет Академии наук, да? То есть тоже ее пытаются с удачами, неудачами, я не знаю, но переориентировать не на фундаментальную науку, а на исследования частные, какие-то проектные вещи. На ваш взгляд, в этом есть ли какая-то скажем так, ошибка для молдавской науки? Что для нас лучше? Потому что если учесть, скажем так, генетическую память нашего народа, все-таки в Советском Союзе
упор был на фундаментальную науку, академии наук имели большие возможности, и в том числе большой авторитет. Создавались школы, как вы сказали, в тех или иных направлениях, и это все исследовалось. Теперь исследуют какие-то частности, да? Спасибо, очень хороший вопрос. Я хочу уточнить, школа – это направление, это вид исследования, это фундаментальное исследование. Болгарская академия наук – это болгарская школа тюркологии, отдел тюркологии. Санкт-Петербургская школа, мы так школу просто называем школа, но это имеется в виду взгляды, как специалисты, как относятся к вопросу, какие выводы делают, какие исследования, кто был в основе, какие академики. То есть и Бакинская. Это больше тоже тюркологический центр, многие из наших тоже заканчивали там, но там уже больше через тюркский мир все это просматривается. И когда у нас вот эти исследования МАНИ, есть Бакинская школа, то есть в Баку докторскую диссертацию защитили, и в Софии, Софийская школа, имеется в виду научная школа. Школа – это не исследовательский взгляд, а может быть подход, а может быть в контексте балканской и в контексте тюркского мира. И вот это МАНИ, исследованная МАНИ в двух школах, Гагаузская МАНИ, это дает прекрасный материал. Или Евдокия Степановна, я сейчас просто приведу примеры, чтобы не было так, что мы говорим. Евдокия Степановна, она заканчивала университет Софии, а защищалась у Толстого в Москве. Сарачан, да? Сурачан, да, Сурачан. Это вот такой симбиоз, он дает прекрасного специалиста всестороннего, который может понять и наш ареал, и может быть всю вообще тюркологию. И школа, мы знаем, что десятки тюркских народов в Советском Союзе было, и в России остались они, в принципе. То есть тюркология никуда не ушла. И вот это то, что фундаментальное или исследование болонской системы, я даже не хочу говорить о гагаузах сейчас. Если мы будем следовать этой стрелке, мы далеко не пойдем. Да, мы учимся, мы заканчиваем, получаем дипломы, можно защищаться. Но наши исследования должны быть фундаментальны. И не надо стесняться обращаться к вот эти все центры, они не потеряли свои ценности. Я выезжаю, например, на конференцию на Балканы, и каждый первый, я сказала бы каждый второй, но каждый первый где-то или заканчивал, или докторантуру учился, или защищался в Москве или в Санкт-Петербурге. Неважно, Чехия, Польша, Болгария, и они говорят все понемногу на русском языке. То есть почему они стали большими специалистами? Они у себя заканчивали университеты, у них была своя школа исследовательская, например, соискательская и еще где-то. И вот я хочу гагаузы, чтобы они... Да, мы это знаем, мы это считаем, мы это уважаем, но нам нужны фундаментальные исследования. И по истории, вот вы сказали про историю. Мне иногда кажется, что для того... Нет, может, тоже издалека, чтобы наш слушатель понял. История, в принципе, почти все главы написаны. Они есть. Нету коллектива хороших историков. Они не могут быть только гагаузы или гагаузоведы, потому что не получится, нет уровня. При всем уважении наших историкам, которые считают себя уже совершенными историками, все равно в их коллективе должны быть очень маститые историки, чтобы вот это собрать и издать. Учебники, само собой, какие-то подготовительные материалы, собирать материалы, которые не изданы, которые остались, то есть были подготовлены, но надо срочно, не было денег, и мы не издавали. Это очень важно. Но научное исследовательское должно быть исследовательское слово первым. Я не критикую. Они сделали огромную работу, они издают очень много книг. И, если кто-то хочет сделать анализ, то пусть делает научный аудит. Тогда скажет, насколько. Все равно восхищает, то есть насколько было много денег выделено. Насколько это было как бы направлено равномерно на все направления, это другой вопрос. Мы сейчас не об этом говорим, но, например, есть книги, которые надо давно издать, они научные, а те книги, которые подготовлены, как мы говорим, в разных школах. И переиздавать именно тюркологов. Переиздавать те словари тюркологические, которые говорили. Вот тюркская топонимия Молдовы или тюркизмы в Молдове. Есть вот Иван Васильевич Штрон, будет 75 лет в этом году со дня рождения. 55 лет он ушел от нас. Он руководил нашим отделом,
Он дал движение всем нам защищаться и подготавливать работу, помогал каждому, несмотря... Он румын по национальности. Вот родители румыны были всегда, не потом он приобрел это гражданство. Но он очень хотел, чтобы тюркология была в Молдове, и отдел гагаузоведения был очень крепким, сильным. И когда он ходил, я стала заведующим, у нас в отделе не было ни одного доктора наук. То есть потом, так осталось. Потом уже 10 докторов и доктора хабилитации защищались, и в любом случае. Вот это тюркология, это фундаментальные исследования. И то, что научно-исследовательский центр их издает, большое спасибо, все стало библиографической ценностью. Но есть книги, которые не издаются. А есть вот книга в 2016 году, я не могу об этом не сказать, мы ее подготовили на основе архивных изданий. Почти все села архивно вытащены были нашим непревзойденным архивистом Георгием Константиновичем Кышловым. Книги изданы в Киеве, изданы очень маленьким тиражом. В основном это Бессарабия. У нас не получается издавать в нашем центре. У нас в Гагаузии нет этих книг. У меня самой нет, потому что раздарилось. 500 экземпляров, украинцы нам не отдали их. Но это сейчас Гагаузы Украины, Одесской области и Запорожской области. Вот 2 книги. Под одну обложку собрали, а сейчас... Я обращаюсь, но не получается пока. Почему? Потому что очень легко можно будет говорить, кто мы, откуда мы и почему мы на этой земле. Очень просто. Вот открываешь книгу, архив. А в чем возникает препятствие, проблема для того, чтобы переиздать эту книгу? Нет разрешения с украинской стороны или нет желания? Какие проблемы? Украинцы в восторге. У нас там сделали такую презентацию в их УНИАН. Вот, было больше 20 журналистов с Украины. И презентовали, я презентовала на русском языке в 2016 году, и они говорят, а почему не на украинском писали? Мы на русском написали часть книги. И мы говорим, что это все-таки академические работники, готовили академические работники Молдовы, плюс рецензенты тоже все академики, тоже молдавские, и с Украины тоже есть. Хорошо. То есть прошло. Даже, по-моему, замминистра культуры был. То есть они приняли все. В чем проблема тогда здесь возникает переиздать ее? Вот очень хороший вопрос. Мы этот вопрос оставляем открытым с вами. В чем проблема? Почему на те вопросы, которые появляются, провокационные вопросы центра, почему мы не можем ответить на многие вопросы, а историю нашу не можем вытащить книгу открыть? Кому это не нужно? Любовь Степановна? Не центр. Kişinyov ни при чем, абсолютно kişinyovский рецензент. Sizin bakışınıza göre neden hem büyük problema var da hani ki bu 20-30 yılın içinde историки здесь var, hepsi yazılı, hepsi varmış ama yok biz belli kuvvet onu toplama araştırıcıları da bir kere o soruşlara koyma bir nokta da din olsun bizde o kağıtlar anglarına üniversitede de şkolalarda da bence olacak onlardan okusunlar. Ya bu soru zor soru sordunuz bana. O varınca olsun. Bir kişi alır eline kimseyi seslemeden, kimseyi böyle ben böyle diyeceğim, sen öyle diyeceksin, o benim insanım, bu dil benim insanım, ben hepsinden büyüküm, ben hepsinden akıllıyım. Olmayacak. O kişi toplar. Bizim var problemimiz. Biz onu bu kadar paramız var. Hani bu kadar albümler yapmayacağız ama bu kadar paramız var. Sofya'dan alırız 2 kişi. Var pek akıl, hani bizim vapurlarımız bile. 2 kişi alırız. Odessa'dan teklif et gelecekler. Kiev'den de gelecekler. Moskova'dan da gelecekler. Hani olsun historikler. Onlar kalmadılar da kimi biz 2012 yılda çağırdık. Onlar öyle de önce değil mi? Hepsi kayılı oldu. Biz onlara yolladık kağıtları ama hem bizim materyallarımız, biz toplucusunda ne var ne hepsi var. Onları çıkaralım bize. Sizin материалы, hepsi akademi nauk, hani var işte arşivные материалы, ekspedisyonlu, полевые материалы. Oradan toplayalım da yazalım orada. Kalarsa da 5 sayfa. Hani yazılmadık. Bari biz herkesi bilecek, hani bunu da lazım araştırmaya. Diyelim. Bilirsiniz hani
Turkiyada gelsin arxivlara lям, Балканlarda академикlerin lafı. Если мы начнем турецкие архивы раскрывать, то придется заново написать некоторых странам историю на Балканах, в том же самом в Болгарии. То есть эта шутка была сказана, но в этой шутке есть определенная правда. O zaman bir kişi anlarsın, bir kişi güçlü, kuvvetli, hiç kimseyi seslemeyen öyle bir ced gagavuz olsun. Onu başa koyarsınız, ona yardımcı oluyorsunuz. Выходим через, то есть Гагаузия должна выходить официально. Не научный центр и не университет. Официально обратиться за помощью, вот то-то, то-то, то-то. Это проект нашей автономии. Вот тогда не будет преград у нас. И не тот, если человек, который до сих пор это не сделал, значит, он не будет во главе. Вы меня понимаете? Если ты до сих пор ничего не делаешь, и мы другие книги не можем издавать, значит, ты не можешь быть во главе все это собрать. Прямым текстом. Но вот вы меня подтолкнули к такому вопросу. Да, я понимаю, что, возможно, есть много проблем, всегда можно списать на отсутствие финансирования, еще чего-то, но ведь если исходить из принципа, что любой народ, любое, скажем так, государственное образование, да, потому что мы не можем назвать, что Гагаузия это государство, да, все-таки это с элементами государственности гагаузского народа, и если нет исторического обоснования, то тогда нельзя говорить о состоявшемся самосознании народа, и у меня возникает вполне закономерный вопрос в контексте нашей беседы. А может быть, это делается намеренно? Потому что кому это надо? Я думала, вы зададите вопрос, а кому это надо? А кому-то хочется быть или кем-то, или нескольким человеком, вечными историками, или, может быть, вечно писать и вечно... А может быть, это интерес. Может, это гагаузы такие хитрые. К нам всегда есть интерес. Мы до конца не сказали, кто мы. То есть со всех сторон. Это шутка, потому что иногда, когда я не могу ответить на некоторые вопросы, говорю... Вы знаете, есть изюминка, есть вопрос, когда ставишь, что у нас еще есть возможности, шансы еще расширяться, делать что-то. Нет, тут очень просто. Очень просто. Надо взяться, и во главе научного центра очень хороший менеджер. Я думаю, что если она не хороший совет создаст, можно будет дать ей те полномочия, которые она организационного момента возьмет. Она очень много смогла. Может, с поддержкой, видно, поддержка хорошая, значит, можно использовать вот эти способности, организаторские способности, и убрать зависимость. Может быть, от чего-то, от кого-то, от некоторых людей, которые просто передавливают наши интересы. Любовь Степановна, но вот... Вернемся к истокам, да, образования Гагаузской республики. То есть это конец 80-х, начало 90-х. И мы, я, может быть, меньше, но люди вашего поколения, люди чуть старше, которых сегодня, к сожалению, у нас как бы и нет рядом, но все помнят, насколько это мобилизовало гагаузский народ и когда была идея. То есть народ был един в каком-то своем порыве, в том числе для развития языка, и в том числе, как обретение какой-то, государственности или возможности для того, чтобы быть самоидентифицированными как гагаузский народ. И вот спустя уже столько десятилетий, то есть сегодня все изменилось, да? Если мы даже не будем касаться там политических вопросов и последних выборов, например, да, Башкана Гагаузии, но все уже было очевидно, что сегодня нет никакой идеи, которая могла бы объединить жителей автономии, уже тогда не было ничего, да, вокруг какой-то идеи. И вот отсутствие как бы единого взгляда на историю происхождения народа, и в том числе и автономии, да, имеет какую-то глубокую связь между собой? Или, возможно, что я не прав? Ben size o zaman bu işi anlatayım. Biz zaten Nauçin Center çekettik, yeniden yapma. Ben o taraftan başlayayım anlatmaya. Ben председатель комиссийdim, конкурсной комиссии. Lazımdı dokumentler hepsi kaybetmiş. Учредительский документтер yok, onu zor nişitmeye yeniden peçeli olsun, her bir şey olsun. Biz 3 gün академияда с этими научными секретарями подготовили документы. И Федор Никодимович Гагаус взял и пошел, все это организовал, сделали. Конкурс создали,
с объявлениями в центральных газетах. Orada yaptık o konkursu. Başa da koyduk insana. Bizim niyetlerimiz pek bir vardı. Rast bu kadar kaçındım. Hem de yeniden vancı işleme. Benim pek büyük niyetlerim vardı. Orayı koyduk. Başladılar yapmaya. Başladılar işlemeye. Ondan sonra başladılar işlemeye. Var направление. Ben Süleyman'la topladılar. O kadar kadr ne kadar kaldı bizde. Yani var kadrlar da işte büyük potansiyel olan onlar hepsi orada işliyor. Ama gene gelir işte neden o zaman vardı önce şimdi yoktu önce. Ben bilmiyorum belki var öyle insanlar öyle güç angları varınca hep o önce ta aramızda ta yaşıyoruz ta ayaktayız. Hani varınca da bir şey yapma. Ben 8 yılda başkan benden görüşmedi. Beni Naучный Center'a çağırmadılar ama sonra yeniden yaptık. Ne anladım? Hani değil konferansa. Ben konferansa gelirim gelmeyelim uzak değil. Oraya yerine. Önce dediler. Vakti geldi biz bütün potansiyelleri kullanacağız. Söyle olsun Gagavuz elde silah hem de olsun başarılı olsun faydalı olsun hepsi yerinde. Varınca sorma sen ne bekliyorsun sizi çağırsınlar sen hem dersin. Hani öyle ama çağırmak bir kere gitme lafa gitme. Ben neden çağırmadılar söyledim sam onun için. Ne yapalım bana yani sorsunlar. Ne yapalım sizin bakışına göre de biz bu işleri yerine getirelim. Öyle bir soru sorsunlar. O soruya göre kimi biz toplayalım. Sen beğenirsin o benim insanım değil benim insanım kimsiniz siz yani ben hepsinden büyüküm akıllıyım öyle bir şey yok. Kim varınca yazsın. Hem kimmiş o yarım Gagavuz, bütün Gagavuz öyle olmasın. Onları toplamaya da siz yapacaksınız. Biz konsultant varınca olalım. Sizin elinizde, gençlerin eline verdik. Olacak mı doğru bir süre sözüm hani kendimiz layıktık. Hani politika karıştı bilgi tarafına. Hem araştırma tarafına. Bilgi politikayla beraber gidiyor. Ben kaç kere bakarsınız kol verimleri, ben ne kadar geldim 30 yılın içinde ben dedim politikayı birleştirirsiniz birisi gidiyor. 10 yıl geri, 20 yıl geri alarsınız kronikayı. Herkese dedim politikayı karıştırmayın bilim işine, bilimi de karıştırmayın politikayı. Ama politika lazım, bilim işine olsun fundament, destek. Hani yardımcı olsun, herkes seslesin, anlasın, ilerletsin, böyle el üstünde tutsun. O zaman o kadar. Hani ben araştırmaların içinde pek politika görmüyorum. Ama orada karşıtı biliyorsunuz herkes var işte önce derler bizde человеческий faktör. Yani yardım İspalkom'dan önce kolay güzel söyleyeyim İspalkom'dan yardım büyüktü. Biz öyle yardım görüyorduk ki ben bilmiyorum biz hangi oraya geçiyorduk. Bizde lazımdı kendin kazanarsın, büyüklere yardım olarsın. 14 kağıt çıkardık. Kim çıkardı? Kaynak, fond kaynak anladardım size. Fond kaynak kim tutuyor? Silverstar. Silverstar'ın kim başı? Любовь Степан. Hani sen akademi tutmaya denilen kendin kazanarsın. Bizde bu kadar yardım oluyordu. Ben bilmem biz neler yetişiyorduk. Hem bizim bilen insanlarımız bizde değil mi? Академик Страшимир Дмитров, он академик 3 академий европейских был, Гагаус, он никогда не скрывал, что он Гагаус. Большую часть жизни работал в архивах, турецких архивах, стамбульских. Его пригласили, он с удовольствием, он был очень болен, но он сказал, с удовольствием я подключаюсь. В 2012 году был такой проект. Как раз Крайтор был, мы встречались там в парламенте, в его кабинете и рассказали, что мы вот столько-то академиков, они нашу проблему знают намного лучше нас. У них фундаментальные труды, о которых мы можем мечтать. Они могут подготовить и организовать так, что мы никогда сами не сможем. Так мы убеждали. Были с Иваном Федоровичем Грек и убеждали, что это реально за 2 года. И монография, и история для университета, чтобы было проще. Любовь Степановна, но в момент, когда гагаузы боролись за свою государственность. Я знаю, что именно научное обоснование автономии, которыми имели отношение и вы, и другие ученые, которые занимались этой проблематикой, оно как бы ложилось в основу обоснования, в том числе и в переговорных процессах, в том числе и обоснования провозглашения Гагаузской республики,
в том числе и Камрадский Благодаря госуниверситет. этому обоснованию. И сегодня отсутствие вот такого научного подхода к самосознанию и идентификации гагаузов является ли как бы толчком к тем проблемам, которые существуют сегодня между Кишиневым и Камрадом? Вы понимаете, когда там, где чувствуется слабинка, всегда идет, наступает в том направлении. Неважно, это гагаузы или не гагаузы. Пусть будут украинцы или кто еще там в Молдове, болгары. Как только чувствуют там, где нету то есть хороших обоснований, фундамента нету доводов, всех вот этих раз, два, три, значит, там власть есть власть. Она во всем мире такая. Обвинять ее, в принципе, даже если политика такая или вектор такой. Можно, конечно, перебрасывать эти проблемы на них, но проблема-то в нас. Тогда это было основанием создания Гагаузской республики или автономии, Гагаузской автономии, потому что исторически мы живем на своей земле. Мы доказали это. Доказали летописью реки VI века еще. То есть мы их вытащили, показали, да. В любом случае, если это были не предки гагаузов, часть предков гагаузов. И начиная с VI века, то есть даже если это протобулгары, тоже в гагаузах есть часть протобулгарская, то есть по языку академик Дмитриев определял. Она не могла не быть, потому что мы были на Балканах. То есть всегда наш компонент, наши предки, наши корни, часть корней всегда были на этих землях. Уходили, возвращались, приходили. Даже если доказывать по поводу того, что больше 430 или сколько лет, то тут были ногайские татары на этих землях. Это их земли были. Даже в османский период османцы... Почему нас не освоили эти земли османцы? Потому что были ногайские татары. Они могли поставить наместника на этих землях, который никогда не слышал Османскую империю. Вот это есть в записях. И предок Кантемиров – это был хан ногайских татар. И весь Кантемир Оглу, род Кантемиров, в принципе, книга написана об этом. То есть это другой центр, московский центр и стамбульский центр. То есть, в принципе, они правили этой землей. Это все на поверхности. Да десятки книг написано. Просто мы иногда пишем только о своих вопросах, проблемах. А вытащить, поставить, разложить, и даже не надо говорить, искать очень убедительные слова. Я на днях увидела, год назад, даже не знаю, где-то недавно увидела интервью одного политика, а я назову ее скандальным политиком центра, который всегда, когда начинает бурлить, когда надо противопоставлять народы, которые жили веками, который надо что-то каждый между собой начинает искать, этот человек выступает вот такими националистическими идеями. Но ему еще тогда, 30 лет назад, показали, кто мы есть, почему мы тут. Вы о ком говорите? О господине Нантой или... Да. Ну, как бы... Не, ну почему? Вот это вылезло, потому что славянка. Мы уже перестали об этом говорить. Мы перестали писать. Вот появилось, то есть пример того, что... Разве 30 лет назад он убедился тогда еще? Он отлично знал, почему и как. А сейчас, гагаузы подзабыли. Они то пишут, они не останавливаются, фундаментальных трудов нет, они не вытащили все, вот этот тюркский компонент. Не только компонент, основание и обоснование. То очень сложно будет. И еще раз, я, наверное, вспомню Ивана Васильевича Дрон, этнического румына. Тогда было 2% румынов в Молдове. В наше время, когда Академия наук, он об этом говорил, и мы так удивлялись. 2% румынов, и у нас в отделе работает румын. Но он прекрасный тюрколог. Московская школа. И он бухарестская школа. Он защитил доктора хабилитат, получил профессора. И человек очень, военный. В принципе, в прошлом и военный был, сам себя вытащил, сам себя сделал исследователем, закончил все эти учебные заведения и столько книг выпустил. И с Степаном Степановичем Кругло, и сам отдельно.
И очень много было планов. А план был у него такой. Может быть, я вот подсказку сделаю. Краткую энциклопедию гагаузов. Он говорит, мы вот с нашим отделом, вы еще соберете людей, мы сделаем за 1,5 года. И любой вопрос, который, пусть мы сделаем на полном молдавском, пусть открывает, смотрит, кто есть кто, что, откуда, где культура, где духовная, где материальная история, праздники, традиции. То есть очень коротко сделать. Мы это планировали, через неделю его не стало. То есть мы уже как бы шли с парламента, были вопросы, и на ходу планировали. Говорят, сделаем заседание. И судьба. Ну, в любом случае, вот такие нюансы, вот такие моменты, которые иногда есть шанс, иногда мы их теряем, иногда мы забываем, отходим, расслабляемся. Вот это и есть весь компонент того, где мы находимся. Но гагаузский язык, там, где я работаю в университете, в принципе, очень хорошо преподается. И работы пишут хорошо, и наши педагогики по 35 лет, 30-35 лет, они имеют опыт работы в лицеях и в школах. Как этот потенциал не использовать? Кто будет так красиво говорить? Кто так хорошо знает язык? Я знаю, что вы... А их не используют. Вы оптимист. Я оптимист. Я позитивный оптимист. Ну, иногда говорят, что оптимист – это хорошо и информированный пессимист, или наоборот, но, в общем, сейчас суть не в этом. Я добавила позитивный. Но вот завершая нашу беседу, все-таки как бы мы в интернете, здесь форматы люди любят смотреть чуть покороче, чем хотелось бы поговорить еще о многом. Но вот, на ваш взгляд, есть ли шансы к тому, что вся вот эта ситуация, о которой мы с вами говорили сегодня, имеет шанс переломиться? То есть, ну, я понимаю оптимизм, я понимаю, что можно сказать, да, верю, и там поменяется, но 30 лет прошло, и, в общем-то, по сути, ничего не изменилось в этой части. Может быть, что даже в некоторых направлениях ситуация стала даже хуже, чем была 30 лет назад, с точки зрения даже, вот, например, фундаментальности исследований в области гагаузоведения. И можно быть и оптимистом, но если говорить реально. Реально это возможно. Реально возможно, просто еще раз говорю, человек, который, bu işin içine gireceğim, içine kendi sağlığını, ömrünü verecek. Bizim aramızda bir iki var da lağım olsun öyle. Hem de biraz değiştirme схемы, уравнение değiştirme. Belki orada biraz neyse лишнее var, neyse var, cedemeziyede neyse eksik. Bunu varca yapma. Ben bir teklifim vardı, hani siz dediniz internet resursta. Hep kadar insanlar bakıyorlar, lağım baksınlar. Necdeyim biz kendi sorularımızı kaldırırız. Varsa da öyle hani o soruları anglarını biz lazım böyle geniş, bugün genişle ettik. Pek geniş, onun için pek anlaşılmadı bari işler. Bir de ben her bir işin adını söylemedim, familyasını, bir yapki paroli. Onları söylemedik, yani çıkıtmada onlar söylenmiyor. O soruları angsınlar bizim işimizi ilerletecek. Onları sorsunlar size. Varınca mı öyle yapsınlar? Varınca komentarlar. Biz gelelim de açıklığa edelim. Daha çok böyle ki ya da kendimiz bundan sonra soralım bu insana. Filan insana. Bunu niçin yapmıyoruz? Bunu biz teklifimiz var. Size gideceğiz de sabah gideceğiz. Ya riskiyat getireceğiz. Yapabileceğiz mi onu? Biz isteriz onu yapmayı. Siz ne diyeceğiniz? Benim vaktim mi yok bizi kabul etmeye? O gireceğiz mi sizin kabinetinize? Öyle sorabiliriz. Şimdi de bu bitki seçiminden sonra kuvvetler de değişecekler. Belki durum da değişecek. Onlar işini yapsın, biz kendi işimizi yapacağız yani. Ne zaman bir iş durmuş da öbürüne. Her bir iş lazım vaktinde olsun. O insanlarla hangiler lazım yapsın. Lazım olsun yardım. Köstek olmasın. Yani birbirinde çok görmesinler, kıskanmasınlar. Onlar kendi politikasını yapsınlar. Ne an istersinler. Bir gün o tarafa bakırlar, sabah o tarafa. Biz Gagauzlar lazım kendimiz bakalım. Biz yeryüzünde lazım kalalım. Biz düşünersizdik, bizim için düşündüklerinde başkası bizim için nereye bizi götürmeyiz diye. O zaman biz işimizi yapmışız. Niye yapacağız? Hep bir şey olmayacak. Öyle olmayacak. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Politikalar kendi işini yapsınlar. Karıştırmayalım. Karıştırdan karma karışık oluyor.
Калёные. Чок сауна с Любовь Степановна. Напомню, что сегодня у нас в гостях была доктор конференциар Штинцифик Любовь Чимпаеш. И мы сегодня говорили о гагаузской науке и о гагаузскости. Поэтому, если у вас будут какие-либо комментарии и пожелания, как предложила Любовь Степановна, можете оставлять их в наших социальных сетях, и мы с удовольствием обсудим или продолжим делать цикл программ на эту тему. Оставайтесь с Love MD, и вы будете в курсе происходящих событий. Спасибо.